Я знаю, так будет всегда. Ингушетия в эти дни стала столицей международного кинематографа. Здесь под сенью Золотой башни царит магическая атмосфера. Смешиваются языки, ритмы и культуры. Этот фестиваль стал не просто конкурсом, а грандиозным праздником искусства. Наш регион в очередной раз доказал, что Ингушетия – одна из самых ярких площадок для большого культурного диалога. С приветственным словом к гостям и участникам на церемонии закрытия кинофестиваля обратился глава региона Махмуд Али Калиматов. Это большая честь для жителей, что это проходит у нас уже 11-й год. И надеюсь, что у нас и следующие года вы продолжите это все. В этом году на Золотой башне были представлены работы режиссеров из Кубы, Бразилии, Беларуси и России в 9 номинациях. Итоги подвели по результатам 5 дней показов. В конкурсе участвовали более 60 картин, 22 из которых сегодня получают заслуженные награды. Но прежде чем объявить победителей, музыкальная пауза, которую подхватил звезда разбитых фонарей Олег Андреев. И вот самый волнующий момент церемонии. Авторы кинолент получают свои заслуженные награды. Борьба была серьезной, выбор жюри чрезвычайно сложным. Каждая из этих картин уже стала событием. Глава республики Махмуд Али Калиматов в этом году учредил свой специальный приз. Он присуждается фильму «Группа крови» кинокомпании 3X Media из Москвы. Сегодня я хотел бы сказать, что все фильмы я не просмотрел, естественно, не потому, что, наверное, дальше буду смотреть. В записи у меня все есть. Вот. Но все-таки некоторые фильмы, которые я просмотрел, особенно «Группа крови», это такое впечатление. Я то поколение, где мои учителя 90% были ветераны Великой Отечественной войны. В школе, когда я учился. Это были люди, которые воевали 41-45 год. Это люди, которые пронесли, вот сегодня у нас этот год объявлен президентом годом 80-летия победы Великой Отечественной войны. Это очень значимо. И мы-то не забываем, но нас настойчиво, значит, западная часть, либеральная, значит, они нас хотят заставить, чтобы мы забыли это. И сегодня, в честь 80-летия, многие мероприятия проходят. Очень много. И вот этот вклад, когда 80-летие, здесь показ более, около 200, как мне сказали, фильмов, я думаю, сегодня это значимое для Республики Ингушетия, для всей страны в целом. Режиссер картины Максим Бруис. Эту работу жюри отметила за художественную смелость и актуальность поднятой темы. Суть нашего героизма наших детей, советских детей, благодаря которым сегодня мы можем вот так спокойно проводить замечательнейшие мероприятия, такой как международный фестиваль «Золотая башня». Мы не в первый раз в нем участвуем, уже получали гран-при за фильм «Небо», и мы очень благодарны руководству Ингушетии, Министерству культуры за такую поддержку, и всем зрителям Ингушетии, безусловно, за такую поддержку. А звание лучшего ингушского фильма завоевала картина «Мехкхел» Элины Цылоевой из Магаса. Это глубокая историческая работа, рассказывающая о зарождении и принципах традиционного суда в Ингушетии. Коллектив снимал кинокартину в свободное от работы время, движимый желанием сохранить для потомков историческую правду. Мы использовали в качестве реквизита. Все у нас было аутентично, костюмы, реквизит, и живой реквизит. Поэтому было очень интересно, было очень сложно. Это такой первый для нас опыт. Если будет такая возможность, будет такая необходимость, естественно, мы как-то будем пробовать в свободное время продолжать. Может быть, будет «Мехкхел 2». Кто может знать, все может быть. Лучшим фильмом Северного Кавказа признана картина «Вехи Ингушетии» режиссера Цветана Ботева. Это масштабный проект, который через кинематограф знакомит зрителей с богатейшим культурным и природным наследием нашего края. Когда мы создавали фильм, нам достаточно тяжело было не скатиться в некую такую
форму, которую используют многие, да, как не снять фильм один из многих. И те ценности, которые мы хотели транслировать, это как раз то, что это один из редких регионов не только в России, но и в принципе во всем мире, где рядом с современными традициями сохраняются еще вот те смыслы, которые остались нам от наших предков. По мнению участников и гостей, фестиваль прошел на высоком организационном уровне. Известная актриса и ведущая Мария Шукшуна отметила невероятную теплую атмосферу Ингушетии и профессиональный подход ко всем деталям. Я в восторге от народа Ингушетии. Такой гостеприимный, такой хлебосольный, такой радушный, такой русский по духу, такой замечательный. Такие вы замечательные люди. Но я понимаю, откуда все идет. У вас такой руководитель, который умеет по-человечески разговаривать с людьми. Вы знаете, нам этого очень не хватает. Сами режиссеры-победители выразили общую надежду, что вскоре их фильмы увидят не только гости фестиваля, но и вся страна на телевизионных экранах, ведь настоящее кино должно находить своего зрителя. Золотая башня объявляется закрытой. Амина Зязикова, Мовладгири Ахильгов, Магаз 24.